Наш эфирный отчет брифинга о топливном обеспечении в Якутии. Предлагаем послушать. Суточные лимиты отпуска топлива на автозаправочных станциях сохраняются в ранее установленных объемах. Пересмотр лимитов будет осуществляться по мере поступления дополнительных объемов топлива на нефтебазы. Сейчас в пути находится 1304 вагона с нефтепродуктами. Основные объемы являются это Саханефтегазбыт, станции Томот, Нижний Бестях, Усть-Кут, Туймада-нефть, Сибойл, Сервис Ойл и Паритет. На территории республики действует 182 автозаправочных станций. В целях недопущения ажиотажа спроса и обеспечения равномерного доступа во всех категорий потребителей в части АЗС сохраняются временные ограничительные меры. Ограничения на отпуск бензина в канистры и иную переносную тару сохранены. Для участников специальной военной операции, а также для аварийно-спасательных служб, экстренных служб предусмотрен приоритетный порядок обеспечения топлива без ограничений по топливным картам. Правительством республики ведется постоянная работа с Министерством энергетики России и Министерством развития Дальнего Востока и по вопросам стабилизации поставок. Цены на нефтепродукты на территории республики формируются рынком, однако в арктических районах действует государственное регулирование торговых надбавок. Правительством республики контролируется обоснованность ценообразования и недопущение необоснованного роста розничных цен. Ситуация с топливообеспечением в республике находится под постоянным контролем правительства республики. Запасов достаточно, поставки осуществляются по утвержденным графикам. Далее в эфире новости. В студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. На территории Нюрбинского района введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. В настоящее время в Бордонском наследии действуют 2 крупных очага. Глава Якутии в преддверии профессионального праздника встретился с учеными, которые представили свои проекты по исследованию археологических памятников 17-18 веков. Верхневирюйский детский технопарк ежегодно проводит летнюю занятость. Краткосрочные курсы есть и в этом году. Узнаем, что туда вошло. Якутская транспортная прокуратура взяла под контроль массовые задержки рейсов авиакомпании «Якутия» в аэропорту Якутска. Вылеты по ряду внутренних и межрегиональных направлений, включая Москву и Санкт-Петербург, перенесены на 13, 14 и 18 августа. В здании аэровокзала организован личный прием граждан для защиты прав пассажиров, а также работает горячая линия Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. На территории Нюрбинского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с лесными пожарами. В настоящее время в Бордонском наследии действуют 2 крупных очага общей площадью более 62 тысяч гектаров. Ликвидация огня задействован 91 специалист подразделений авиалесохраны. Пожары находятся на расстоянии более 100 километров от ближайшего населенного пункта Хаты. Угроза жилым домам и объектам экономики отсутствует. Расстояние от населенного пункта села Хаты больше 100 километров. На сегодняшний день угрозы объектам экономики и жизни населения на сегодняшний день нет. Самолеты и вертолеты летают почти каждый день, контролируют, смотрят, в какую сторону пожар идет. На данный момент пожар контролируемый. Якутия продолжает работу по обеспечению участников специальной военной операции дополнительной техникой и гуманитарной помощью. Сбор и отправка грузов выполняются Координационным центром штаба «Вместе к победе» и Северо-Восточным фондом помощи и поддержки Донбасса во взаимодействии со службой спасения Якутии. Предприятия организации и жители республики активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. С начала года организовано уже 39 рейсов, доставлено 111 единиц транспортных средств, из них 98 автомобилей, 10 мотоциклов и 3 квадроцикла. Также это более 221 тонны гуманитарной помощи и адресных посылок. Хотим напомнить, что адресные посылки и гуманитарная помощь принимаются по адресу город Якутск, Бестужева-Марлинского, 5/1, волонтерской организации «Якутия с тобой». Руководитель Координационного центра Республиканского оперативного штаба «Вместе к победе» и Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса Куркутов Георгий Сергеевич в эти дни находится в командировке в Аймаканском районе на встрече с недропользователями для взаимодействия посредством пожертвования и дополнительной помощи для военнослужащих из Республики Саха-Якутия.
От первых землепроходцев до генетики древнего человека глава Якутии в преддверии профессионального праздника встретился с лучшими представителями профессии. Ученые представили проекты по исследованию археологических памятников 17-18 веков, связанных с освоением территории Якутии русскими землепроходцами и продвижением России на северо-восток Азии, к Тихому океану и Русской Америке. Отдельные специалисты рассказали о современных методах изучения древнего наследия населения Якутии. В частности, речь шла о генетических исследованиях и 3D-реконструкции на примере археологического комплекса Кердюген. Важно услышать интересы, важно услышать предложения археологов о необходимых научных исследованиях в области археологии, потому что здесь, в недрах Якутии, хранится наша история. И важно эти исследования регулярно проводить и придавать общественности в целом для познания. И сегодня здесь собрались ученые наши, которые расскажут о своих инициативах. Это очень интересные инициативы, которые направлены на увековечение нашей истории и передачу их будущему поколению. В лагере «Сосновый Бор» стартовала смена «Время первых лидеров». Смена такого формата проходит уже 4-й раз и объединяет детей со всей республики. На отдых приехали 120 детей из 22 районов Якутии. Прошло деление по отрядам, где каждый отряд представил визитку, включающую в себя название, лозунг и фирменный танец. За 21 день движение первых воспитывает будущих лидеров Якутии. В программе будут походы, лидерские тренинги и активности на свежем воздухе. Закрытие смены состоится 31 августа. Движение первых в Сосновом Бору проходит с 2023 года. Ежегодно мы собираем более 120 детей. Ребят ждет большая образовательная программа по коммуникациям, по развитию лидерских навыков. И также, конечно же, пройдут активности по нашим проектам. Это первая помощь, всероссийский проект. И ребята будут ходить в походы в рамках проекта «Походы первых больше, чем путешествия». И отдыхать в Сосновом Бору наши ребята будут до 31 августа. Около 2000 детей в этом году приняли участие в профориентационных турах в Якутии. Речь идет об экскурсиях по разным предприятиям столицы республики и улусах. При этом посещают школьники как ведущие предприятия страны, так и небольшие производства и организации. К примеру, 13 августа учащиеся побывали в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих людей. На месте ребята ознакомились с нюансами работы специалистов, попробовали себя в написании слов шрифтом Брайля и даже в качестве диктора-рассказчика. Как отмечают сами сотрудники библиотеки, для них этот профтур стал возможностью расширить детское восприятие общества. Верхневилюйский детский технопарк ежегодно проводит летнюю занятость. Краткосрочные курсы есть и в этом году. В июне на первом потоке ребят знакомились с робототехникой, программированием, сайтами, графическим дизайном и БПЛА. Сейчас половина второго потока занимается творческими работами. Это маловарение, изготовление гипсовых фигур, рисование. Видеомонтаж и робототехника тоже привлекают ребят. Работают 4 педагога дополнительного образования. Дети здесь не только учатся, но и весело проводят время в последние дни лета. Работали 2 потока. Первый поток был в июне месяце, а второй в августе. Краткосрочные курсы рассчитаны на 5 дней. И каждый курс охватывает по 10 детей. Всего за лето мы должны охватить 200 детей. И можно сказать, что мы исполняем план. Эти занятости идут по социальному заказу. То есть каждый ребенок бесплатно может к нам прийти и заниматься любым своим делом. В Мегино-Кангаласском районе поселка Нижний Бестях живет настоящая волшебница своего сада Наталья Зорина. Вот уже более 15 лет она с любовью и трепетом сажает цветы, превращая каждый клочок земли в яркую палитру красок и ароматов. Ее сад – это целый мир, наполненный жизнью и красотой. В саду Натальи можно встретить разнообразные цветы от ярких петуний до изысканных лилий и разноцветных колиусов. Она тщательно подбирает сорта, учитывая их особенности и сочетаемость друг с другом, чтобы создать гармоничные композиции каждый год. Ой, наверное, около 15 лет или даже 18 лет назад это все началось. Бум цветочный, как говорится. Начиналось все постепенно, с бархатцев, с петунь.
с таких, с простецких цветов, как я их называю. Ну, а потом уже аппетиты выросли, как говорится. Все больше и больше и больше хотелось. И вот с осени начинаем собирать черенки, потом какие-то цветы, например, как бегонии, начинаем сеять где-то с ноября месяца. И процесс вот этот вот круглогодичный, да. Ой, я наслаждаюсь, не знаю, я кайфую, наверное, от этого. И девчонок своих заразила. У меня большая группа у нас девочек, они тоже все цветочницы крутые, и у всех свои красивые сады. При входе в сад растет вегетативный алисум в форме сердца в огромных количествах. Этот цветок радует глаз своими яркими нежными цветами, которые цветут на протяжении всего лета. Это вегетативный алисум. Snow Princess называется. Размножается он только черенками. Вот. Я оставляю вот такой горшок здоровый. То есть я его подстригаю и уношу его в помещение. Там также любит очень сильно воду. Его любят все букашки. Не только люди, но и его все насекомые прилетают, потому что он пахнет медом. И каждых 4 дня обработки, чтобы добиться вот таких шариков. Кроме цветов в саду есть и маленький огород, где растут овощи и зелень. Морковка, тут вперемешку с укропом всегда сажу, чтобы на закатке на все это шло. Свекла нынче год свекольный вообще, урожайный год свеклы. Салат я каждый год сажу по 2 раза. Клубника вообще нынче хорошо, клубника Хандыга. Покупала семена у Надежды Федоровны с Хандыги. Хорошо плодоносит, там же вон ягодки есть. Огурцы. Томаты. Томаты вообще здесь огромные, видите, как пальмы. Ну и помидорки, очень много помидорок. Наталья уделяет много внимания уходу за растениями, регулярный полив, подкормка, обрезка и борьба с вредителями. Все это требует времени и усилий, но результат того стоит. Ее сад становится все более пышным и ярким с каждым годом. Секрет знаете в чем? Это нужно все любить. Если это, как сказать, если вы посадили в сад и просто вы думаете, ай, посажу, чтобы хотя бы тут вот этот вот баллончик закрыть, не получится так. Их нужно любить, их даже можно ругать, и можно хвалить, и они это все чувствуют. Ну, это мое ощущение, конечно. Благодаря своему опыту и любви к растениям Наталья Зорина создала настоящий уголок природы, который приносит радость не только ей, но и всем, кто посещает ее сад. Ее преданность делу и любовь к цветам делают Наталью не только талантливым садоводом, но и настоящим посланником красоты. Гульнара Мосова, Мегина, Кангаласский район. К этому часу это все актуальные новости. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте и в социальных сетях телеканала Якутия 24. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире.